Ага. Что-то идет. Так. Немного здесь. Потом немного здесь надо подтянуть. Нижний. Вот так, вот так. Потом соединить мешочек. Мы что-то поймали, друзья. Мы что-то поймали. О-о-о. Среда, 24 мая, 6 час вечера, где-то 17:10 примерно так. И мы снова в нашей родной деревне, возле нашего родительского дома. Короткий обзор наших тюльпанчиков. Вот они, красотулечки, раскрылись. Вот желтенький тюльпанчик такой махровый. И вот красненькие, сколько штук. Вот они раскрылись. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но в этом году они что-то поменьше ростом. Не знаю, в чем причина. То ли от засухи влаги им не хватает, то ли от того, что второй год их не выкапываем, не пересаживаем. Кто-то мне написал в комментариях, что их не надо каждый год выкапывать. И вот 2 года мы их уже не выкапывали. Так что этой осенью мы их луковицы обязательно выкопаем, высушим. Может, что-нибудь прикупим новенькое. И на следующий год, думаю, будет... при перекопке добавлю навоза, поудобряем. И на следующий год, думаю, будет получше. Что-то они низкорослые в этом году. Как и говорил я вам вчера, после рабочего дня поехал в поселок. Вечерком немножко посидели, поджаренного налимчика, отдохнули в кругу семьи. Сегодня с утра пораньше поработал на канале, смонтировал еще одну часть, домонтировал, обработал, загрузил. В общем, работы продвигаются, не продвигается только работа у нас в деревне, но возможно выходные мои подъедут на денечек, что-нибудь, да может быть, поделаем. Народ уже начал пахать, сажать картошку. Не знаю, мне в первую очередь надо заняться забором. Рухнули столбы, поменять столбы, если земля растаяла. Но это все планы максимум, планы минимум. Сходить сегодня, вот поймать живцов в первую очередь, чтобы наживить живцами, а не червями. Потому что черви уже все, время червей прошло. Попросил у Ивана Григорьевича малявочницу. Попробую съездить сейчас поймать малявочек. Закинул ловушки, купил комбикорм. Вот. Вкратце, это все мои новости. Немножко опрофанился с ледником в этом году. Закидал ледник полный снегом. Оставил место только для 2 ведер таких. 2 ведра я сейчас закинул. А дальше там лед. Получается, ледник есть, лед есть, а рыбу положить некуда. Включил холодильник, который хорошо морозить тоже. И как бы будем что-то дальше думать. Скорее всего, пока 3 ведра рыбы эти хватит, будем заниматься заморозкой рыбы, вернее ребрышек язя. Будем крутить фарш, посмотрим. Пока все, собираемся, едем на речку. Ну а что там будем делать, мы это скоро увидим. Погнали. Вот рыбы. Вот малявочница. Привет всем от Ивана Григорьевича. Иван Григорьевич сделал операцию на ногу, на колено, на коленный сустав в Кирове. Хромает, ходит на костылях. С рыбалкой пока у него перерыв. Передает всем огромный привет. Вот, что еще, какие новости? В принципе, все так же.
скоро зацветет черемуха, вернее, вот она уже начинает цвести. Завтра будет вся в белом цвету уже. Зелень растет на глазах. Вон коровушка у братана отдыхает в тенечке. Жарко, всем жарко. Вот она. Все хорошо, деревня живет. Все идет своим чередом. Да, Гарик, да. Школа-сад, который 2 года уже пустует, если не 3. И, как говорят, уже без отопления полы сыграли, пришел в негодность. А так, потому что нет детей в деревне. Ни в садике, ни в школе. Последние 3 года вот в таком вот здоровом здании учился один ребенок. 3 года учился. Потом он выпустился, и все, нет больше детей, не рожают девушки в нашей деревне. Да и нет их толком. Сельский дом культуры раньше был школой. Здесь я закончил 3 класса, 3 года учился. Потом переехали в школу-интернат поселка Русаново. Почта наша. Ленка, мама-то, он, сельский дом культуры, тоже стоит без дела уже давным-давно. Пустует. О, спахали уже. Многие уже спахали огороды. Скоро, пожалуй, и нам пора будет тоже. Не будем дожидаться июня месяца. Наверное, будем пахать. Ромка приедет, Ромка спашем, наверное, залетели. Все, погнали, встречаемся на реке. Проехали мы нашу деревню от начала до конца. Вот мой второй дом. Не знаю, как получится мне там. Собирались провести лето в этом доме на берегу Печоры. Будем что-то думать. Будет время, все получится. Ну а теперь на нашу обяжку, лодочку, и погнали. Погодка сегодня замечательная. 2 проверок сегодня у нас не будет. Сделаем 1 проверочку, попробуем поймать живца, наживим, а завтра с утреца все проверим. Погнали. Вот, друзья, мы на нашей реке Печора. И как мы видим, за сутки с вчерашнего дня вода упала. Вчера я уже говорил, что упала на сантиметр. Вот я ставил отметку. Сейчас вот здесь так по берегу упала где-то больше метра, 1,20 м где-то, наверное. А по высоте примерно сантиметров 20, наверное, река упала. С одной стороны, это хорошо. Где-то там наши ловушки утонули в прошлый раз. Только поставил, сразу вода прибыла. Так и не успел поднять. Не стал рвать веревку. 1 ловушку взял. Сейчас беру большие ловушки и поедем туда, в Курью. Поставим ловушки на малявок и попробуем черпануть бредешком. Так, ну, в первую очередь, друзья, хочу поблагодарить наших друзей канала. Это Марину Соболькову,
Марину Юрьевну Соболькову. И Павел Артурович, огромное вам спасибо за перевод денежных средств. И также вдова Александра Кальновского Марина тоже просила передать вам огромную благодарность. В общем, Павел Артурович вроде бы каргопольцев, если ошибаюсь, прошу прощения, потому что на ютубе я не вижу фамилии. Вот просто помню, вот поначалу творческой студии, пока не ответил на комментарий, я видел от кого комментарий. Потом отвечаю, все, одни узеры только. В общем, сегодня я эти денежные средства перевел вдове у Сани Калины Марине. И Марина сказала, что деньги собирают на памятник Александру. Памятник будет построен, планируют на следующий год. В общем, ни копейки денег, конечно же, я на свой счет не беру. Все деньги, которые перечисляют в адрес Калины, вернее, вдове Калины уже, Марине, все будут до копейки переданы Марине. Вот. Это коротко о грустном. А так, лето наше на севере наступило. Не знаю, сколько она будет продолжаться. Все это обманчиво, с одной стороны. Все ждем морозов. Но их пока нет. Может, их не будет, я не знаю. Пока вон замечательная погода. Но одежду все-таки я взял. Думаю, вечерком будет прохладно. Пока поймаем мальков, пока одно, другое, третье. Придет вечер. Ну, сегодня у нас будет одна единственная проверка. Не знаю. По-любому там все посрывалось. Ну, если что-то будет, то обязательно покажем. А заодно покажем вам, как мы будем ловить живцов мальков. Погнали. Поехали. Вода еще очень большая. Ну просто очень большая. Нет даже берегов. Так что я не знаю, где я буду ловить малявок. Обычно я их здесь ловлю. Так, здесь моторку лучше заглушить, потому что могут быть сети у мужиков. Могут быть сеточки. Блин, ну там я раньше мальку ловил.
Как мы видим, даже берегов нет, воды очень много. Будем думать, что делать. Посмотрим, там на мели, может, есть малек. Итак, после долгих поисков, мы там вот обычно раньше ловили. Здесь нет. Здесь пару малявок есть, очень мелких. А там на солнышке немного его есть. Сейчас первым делом закину ловушки. А потом уже попробую, если получится, как-то черпануть бредишком. Купил сегодня немного отрубей. И буквально по несколько горошин. Чисто для запаха. Вода как упадет, потом переставим. Пока этого хватит. Сейчас мы это дело поставим. Потом попробуем черпануть малявочником. Объехал всю курью, нигде малявок нет, а вот здесь вот в одном месте, видать, где солнышко пригревает, немного были. Я так думаю, если на запах отрубей придут, вода падает, завтра утром, возможно, что-нибудь да залезет. Сюда вот в одном месте прям закину. Вода здесь стоячая, вода не прибывает. Даже привязывать их не будем. Вот так вот закинем. И все. Я так думаю, что-нибудь да залезет. Вот одну привяжу. На всякий случай. Вода еще ледяная, ноги сводит. Все. Так, вот там вот комки, я не знаю, как сейчас у меня получится черпануть бредишком. Вдвоем бы, может быть, что-нибудь и получилось. Так, ладно, будем пробовать. Пробую бить колышек и от колышка потом пойти туда. Схватил колышек. Вот такой вот бредежок, Иван Григорьевич. Не знаю, что у меня получится. Но попробуем. Попробуем. Так, вот этот конец сейчас я привяжу сюда. Вот так вот. Вторым концом попробую черпануть. Не знаю. Ну, не промахивается тот, кто не стреляет. Всегда так говорим. Сейчас посмотрим. Убежали. Не получилось.
Этой курейки вот они были, их уже нет. Попробуем еще раз. Попытка номер 2. Чуть ниже попробуем. Уходят. Уходят. Шугливые слишком. Так, ну что, натянул грядежок. Дальше в глубине там отошел. Минут 5-10 прошло. Начали плескаться здесь. Но не знаю, это скорее всего мелочь. Ну, как бы то ни было, потихонечку подойдем, попробуем вытянуть. Может получится. Они почему-то очень осторожны, вон. Они есть, но очень осторожны. Подлиннее бы бредежок. Чтобы и на лодке. Вон видно, что они здесь плещутся, но не факт, что мы сейчас что-нибудь допоймаем. Могут низом пройти, могут верхом. Ага. Что-то идет. Так. Немного здесь. Потом немного здесь надо подтянуть. Нижний. Вот так, вот так. Потом соединить мешочек. Мы что-то поймали, друзья. Мы что-то поймали. Все-таки вон. Поймали. Основную на сегодня хватит, это точно. Ну все, я даже червей не взял, там пару червей буквально есть. Понадеялся, что поймаем. Ну и поймали, в принципе. Вон сколько. Видно, да? Если кто-то будет говорить, что вот мелкую рыбу ловишь, это не молодь рыбы, это взрослые экземпляры, это голян речной. Его здесь на Печоре у нас миллионы, миллиарды. Неограниченное количество. Это кормовая база для всей хищной рыбы. Из-за этого наша рыба вся такая вкусная и жирная. Благодаря вот этой мелочи. Вот так вот. Вот так вот. Даже в одного мы, считай, поймали столько мальков. И хватит. Как-то вот так вот добываем голяна речного в качестве живца. На проверку продольничка нам уже хватит. Теперь мы даже немножко хватит, наверное, на завтра. Ну ладно, еще одну попытку сделаем. Ловушки мы уже поставили. Все получилось. Кто ищет, тот всегда найдет. Так, начинаем проверку продольников. Большого, огромного улова не обещаю, так как сутки уже продольники были не проверены. Но чисто теоретически, кто крепко зацепился за носяру или за нижнюю губу, или заглотил, может быть, и остались. Так что смотрим. Пустые проверки показывать не буду. Но если что-то будет интересное, вот как здесь, скажем, натяжка есть. Что-то дергает. Сутки. Ага, в кусты запутала. Дергает, но не факт, что мы сейчас его поймаем. Потому что я из кустах. А мы еще сегодня подсак не взяли. Красота. В будке ставили. Никогда не убирал в будку. А так как сутки меня не было, решил убрать. Вот он язь. Вижу язя. Вижу язя. Не знаю, дойдет, не дойдет. Навряд ли. Был бы подсак, он был бы уже мой. Сейчас попробуем руками поймать. Как Ромка иногда делал. Вот так вот. Вот так вот. Опа, второй.
Бля, второй ушел. Два язя было. Второй ушел. Пока с этим вошкались, второй чуть-чуть за лодку бы. Ну, и это как бы хорошо. Если честно, я даже не ожидал вообще, что что-либо будет. Вон, оторвался последний крючок. Но теперь уже вода падает, и мы можем кидать на середину. Там кустов меньше, так что зацепов обрывов, думаю, будет меньше. Ну все, начало есть. Вот такой вот язёк. Продолжение, значит, будет. Когда... Друзья, хочу показать вам, насколько быстрее идет рыбалка с мальками. Вот так вот между плавником и позвоночником. Раз. Готово. Червя бы пришлось мне искать это. Берешь любого, вон. Раз. Готово. Ну, в 2 раза, как минимум, быстрее. А улов будет по-любому должен быть получше, потому что уже мелочевка типа окушков. Ну, окунь-то может еще быть, но ерши уже не так досаждают. Бывает, правда, иногда большие крупные ерши попадают, но это, как правило, редкость. Крупный хариус тоже может взять. Окунь берет, язь берет, налим берет. В принципе, все то же самое, что и на червя. Только быстрее и продуктивнее. Так, второй продольник. Сейчас, друзья, такая история интересная была. Летит ворона. И представляете, вот так вот в метре. Как сиранула, блин, чуть на голову не попала. Специально, что ли, делает, как будто сорать ей негде, блин. Надо вот надо мной прямо. Ну, вредительница, а. Так, ну-ка, здесь-то что-нибудь осталось? Нет? Смотри, здесь что-то осталось даже. А, у нас сачка-то нет. Сегодня мы играем в лотерею Спортлото. Раз. Ай-яй-яй, у всех есть шанс. Потому что мы сегодня без сачка. Вот такой вот ёршик даже есть сегодня. Блин, палец проткнул. Еще один есть там. О, хороший какой. Да, без сачка сегодня у нас много что уйдет. Видишь, как дергается. Опа. Наш хороший мой, наш. Смотри, я-то думал, будет пусто. Целый день, целые сутки меня ждали. И дождались. Молодцы. Так, у нас же еще ёршик есть. У нас же еще есть ёрш. Ну, может быть, что-нибудь. Я даже вот маленькое ведро начал складывать, а не большое. В большом ведре одежда. Будет прохладно, оденусь. Вернее, уже прохладно. Пора одеваться. Ну ладно, еще пару продольников проверю. А то на реке может продуть. Так, где ты есть-то? Где ты? Вот там. Вот такой вот ершишка. Не получилось в этом году у меня ершей наловить, потому что крючки крупные. Раньше, когда крючки мельче были, ершей много было. Так, ну все, наживляем, отпускаем. Все как обычно. Только сегодня у нас малечки.
Так, и здесь что-то есть. Удивительно. Я представляю, сколько же рыбы было, если спустя сутки еще что-то осталось. На месте и ушел. Ушел уже в лодке. Сегодня у всех шанс. Есть шанс на выживание. У всех. Так что мало того, что был шанс целые сутки сорваться, так еще и кроме этого выехали без сачка. Ну ладно, что. Завтра зато постараемся не забыть. Завтра должен быть хороший улов. Все продольники будут насажены на мальков, наживлено. Я так думаю, завтра, если с утреца раньше проверить, ну как проснемся, то улов должен быть хороший. Ну, блин. Чуть-чуть не дотянулся. Утки летят 3 штуки. А утки уже летят высоко. Летать так летать. Я им помашу рукой. Так, ну чё? Что-то есть. Язёк. Опа, ушел. Ушел тупо, бля. Крючок зацепился за лодку. Язь ушел. Был, но ушел. Сегодня вообще всем даем шанс на исправление. Ладно. Завтра будет все по-другому. Так, леска в стороне. Кто-то был. Кто-то даже еще до сих пор пока есть. Окушок подохший. Не выдержал. И, скорее всего, язёк. Да, вот он идет, язёк. Раз. Он наш. Еще там что-то есть. Еще один. Опа! Этот ушел, второй. Второй ушел. Значит, ему повезло больше. Вот путать не надо. Получается, два яська дождался до вечера. Показался и ушел. Ну ладно. Ему повезло больше, чем его собрату. Все дальше, все как обычно. Если честно, я этого не ожидал, что столько останется за сутки. Больше суток прошло. Вчера днем проверил, сегодня вечер, считай. Так. Опа. Смотри, какая попа. Кто-то был,
завел в кусты. Сейчас будет, наверное, опять обрыв. Все руки уже порезал об эту леску. Пью! Как-то вот так. Потом вода упадет, надо будет пройтись по кустам, собрать крючки. Сколько уже? Продольника 3 или 4, наверное, порвал. Так, что у нас здесь осталось? 2 крючка. Так, это убираем в сторону пока. Оставим сюда новый продольник, другой. Ух ты! Опять все запутано. Жестко все запутано, жестко, просто жестко. Пока вроде бы кто-то даже есть. А, нет. Два окуня. Нет, язёк должен там быть. Вот он. То ли ясь, то ли плотва, хрен пойми. Где-то там плотва, что ли. Но вторая плотва уже на продольнике. Это говорит о чем? Что в нашем течении начала появляться плотва. Может быть, скоро зимой будем ловить ее. Так обычно она в курюшках-то была. В реке не было ее. 2 окуня и плотва. Но на мальков точно плотва клевать не будет. Это 100%. Хотя хрен его знает. На блесну я ловил плотву. Все может быть. Все может быть, все может статься. Блин, комары уже начали досаждать. Так, ну вот и подходим к крайнему продольничку. Опачки. Опачки, опачки. Пустым он еще у нас никогда не был. Посмотрим, что на этот раз. Я понимаю, что рыба там была, но все ли на месте, все ли дождались. Хотя бы один, я так думаю, должен дождаться. Пока идет. Пока один есть. Дойдет ли без сачка то. Дошел. Значит, был мой. Дошел. Ну, не зря сегодня маленькое ведро взял. Что у нас в улове? Плотва, окушки. А я здесь сколько? Раз, два, 3, 4, 5, 6 язей. 6 язей. В принципе, я на больше и не рассчитывал. Так. Я вообще думал, если останется пару штук, уже хорошо. Как бы не рассчитывал даже на это. С одной стороны, это даже хорошо, что мало рыбы попалось. Потому что чистить-то мне, если которые живые закинем в барабан. Ну, а окушков, вот эту мелочь пузатую,
возьмем домой, почистим. Дело сделано. Самое главное, продольники теперь наживлены, насажены на живцов. Я так думаю, если все нормально будет завтра, дай бог, будет нормальная погода, чтобы можно было спокойно проверить. Ожидаю нормальный, хороший улов. Вода падает. Я так думаю, 20 вот такая должна быть. Это прогнозы мои такие. А как это будет на самом деле, увидим завтра. Так что надолго не прощаемся. Всем доброй, спокойной ночи. Кто ложится спать, кто встает, доброго утра всем. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Вот такая вот красота у нас на реке Печора, Республика Коми. Северный край. Земной рай. И это правда. По крайней мере, лучшего места на земле я еще не видел. А поверьте, я побывал много где. До завтра.